Уважаемый Евгений Николаевич и гости встречи, сегодняшняя наша встреча необычная и очень важная. Мы собрались в День библиотек. Это праздник не только самих работников библиотек, но и любителей книги и чтения. 27 мая библиотекари отмечают Общероссийский день библиотек. Он приурочен к знаменательной дате. В этот день ровно 226 лет назад открылась первая публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека. Что дает человеку чтение книг? Почему не все любят читать книги, если оно столько всего дает? Обо всем об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, с главой городского округа город Якутск Евгением Николаевичем Григорьевым. Уважаемые гости, предоставляем слово главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Пожалуйста, Евгений Николаевич, слово для открытия. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, работники библиотек. От имени окружной администрации, от имени себя лично, я в первую очередь хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Сегодня День библиотек. Библиотека во все времена была местом концентрации интеллектуального, культурного класса людей. То есть людей, которые хотят развиваться, которые хотят приобщиться к знаниям, людей, которые любят эту обстановку. Читальный зал библиотек – это особое место, куда, в принципе, любой сознательный человек должен был ходить во время обучения или продолжает ходить дальше, если он остается им и хочет развиваться дальше. Сегодня библиотечная сеть города Якутска, она показывает очень удивительные, хорошие показатели в плане даже пандемийного года. Мы фиксируем то, что, к сожалению, в пандемийный год у нас почти в 2 раза сократилось посещение очной библиотеки, 233 тысячи. Однако выросло посещение обращений по удаленному способу. Это 646 тысяч против 47 тысяч в 2019 году. Что это говорит? Говорит о том, что то количество людей, которое сегодня нуждается в знаниях, нуждается в общении с книгой, нуждается в развитии, оно есть, оно растет. Поэтому сегодня то количество библиотечной сети, которая представлена сегодня в городе Якутске, это 20 библиотек и библиотечных пунктов, да, оно сегодня требует к себе, значит, должного внимания. К сожалению, часть из наших библиотек сегодня имеет ряд вопросов по материально-техническому оснащению, по состоянию зданий самих. Многие здания у нас сегодня не требуют внимания как капитального ремонта, возможно, даже переезда в новые здания. И здесь вот необходимо отметить то, что в этом плане мы будем работать и уделять этому внимание. Отрадно то, что в 2020 году, благодаря участию в национальном проекте, удалось обновить оборудование и закупить, значит, литературу в 2 библиотеки. Темпы, которые мы сегодня взяли 2 библиотеки в год, они требуют увеличения, безусловно. Потому что сегодня мы живем в таком мире, когда информация доступна с абсолютно разных источников, и вместе с тем качество этой информации, которую потребляют в первую очередь наши дети, оно может вызвать ряд вопросов в части развития, в части полезности ее. Здесь вот наличие библиотечного фонда хорошего, который прошел селекцию, отбор и, значит, явно несет пользу для человека, для его развития умственного, духовного, это, конечно, работа вот как раз-таки вас, библиотекарей, людей, которые сегодня работают в сети библиотек города Якутска. И вместе с тем вот я этим хочу подчеркнуть значимость вашей работы в формировании интеллигенции, культурного слоя населения, которое любит читать, которое любит думать и которое способна, значит, применять свои знания в благих целях. Поэтому еще раз разрешите вас поздравить. Ну и пользуясь случаем, конечно, сегодня ввиду той коронавирусной ситуации, у нас вот это вот замечательное мероприятие проходит в таком вот формате, поэтому здесь хотелось бы отметить то, что, надеюсь, мы быстрее обуздаем эту болезнь, пандемию,
как показывает практика, единственный и верный способ это все сделать – это вакцинация. Поэтому я призываю вас отнестись к этому с пониманием. И у кого нет медицинских противопоказаний, призываю пройти вакцинацию. Вот я, например, пойду уже второй раз, потому что у меня там на сегодняшний момент я сдал ИФА, и у меня оказалось, что коэффициент, который там есть, уже меньше 10. И врачи сказали, что вот, уже подвергаешься какому-то риску, надо пройти вторую вакцинацию. Через неделю я планирую ее пройти. У меня кратко все. Еще раз Евгений Николаевич, спасибо вам большое. Теперь я хочу вам представить участников встречи. Это команда библиотекарей городского округа город Якутск. Получается, ваша команда библиотекарей. А также к нам присоединились наши читатели. В команду библиотекарей, как вы уже сказали, входит 18 библиотек, которые находятся от Табагинского мыса до Кангалас. Сегодня Центральная городская библиотека – это один из богатейших универсальных книжных фондов, насчитывающих более 186 тысяч единиц хранения. Из них краеведческий фонд составляет 38 тысяч единиц хранения. Наша библиотечная система, в том числе и краеведческий отдел Центральной городской библиотеки, на протяжении более 5 лет работает по программе якутсковедения, по аналогии программ москвоведения и петербурговедения. Якутсковедение – одна из отраслей краеведения, занимающаяся изучением истории и культуры, сбором документов и информации о городе Якутске. Евгений Николаевич, первый вопрос от сотрудников Центральной городской библиотеки имени Белинского. Возможно ли программу якутсковедения внедрить как обязательный урок в школах, так как накоплен огромный фактический материал, который мы хотим распространить среди подрастающего поколения города Якутска? Так, ну я прям уже волнуюсь, оказывается, тут как экзамен. Я был предупрежден заранее, что будет такое мероприятие, но в силу загруженности я только сейчас понимаю, что вопросов будет много, и задавать их будет большое количество экзаменаторов. Хорошо, поехали. Не готов, честное слово, но буду отвечать как есть. Так, по якутоведению, значит, мы должны этот вопрос обсудить в прежде очередь с педагогическими коллективами. Да, Я вот в своем именно. понимании вижу, значит, понимание того, что в других городах, там, в Москве, в Московской области это есть. То есть они изучают край, в котором живут, особенности его. И в этом плане, я думаю, никаких у меня внутренних убеждений, что этого не надо делать, нет. По возможности давайте мы этот вопрос поставим перед управлением образования, обсудим его вместе с Министерством образования. И если есть такая информация, которая будет полезна детишкам в первую очередь, да, то, конечно, это надо делать. Хотя бы, если, значит, не в обязательном, то в факультативном порядке распространять массовость надо. Хорошо, спасибо. Мы очень рады, что вы нас услышали, и что у нас накопленный огромный материал пригодится нашим дошкольникам и школьникам. Следующий вопрос. Там уже у нас вопросы такого общего характера. Пожалуйста, Людмила Николаевна, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, а что может вас подтолкнуть на прочтение книги? Вот. Ну, вот я, в принципе, Людмила Николаевна, люблю читать. Причем любовь к чтению у меня появилась во взрослом, наверное, во взрослой жизни во время студенчества. Она появилась, наверное, вот сегодня. Для того, чтобы начать читать, мне нужно одно единственное условие – это свободное время. У меня накопилось за этот год куча книг, которые я вот покупаю, либо каким-то образом мне достаются, которые вот требуют прочтения. Я знаю на них аннотацию, я видел на них отзывы, и в силу вот нехватки времени они еще стоят и ждут. В листе ожидания у меня больше 10 книг. Надо посвятить этому время. Спасибо. Эльвира. Так, надеюсь, меня слышно. Здравствуйте. Меня зовут Табанова Эльвира.
Я главный библиотекарь Центральной городской библиотеки. И я сижу рядом с нашим книжным деревом. И сидя рядом с нашим деревом, хотела спросить, Евгений Николаевич, назовите самые любимые и значимые для вас уголки города. Заранее спасибо за ответ. Вообще, самые любимые уголки города, мне нравится сопка, которая находится на птицефабрике. Вот если подняться по кладбищу птицефабрики, дальше уйти в сторону этих качелей, где есть качели, в сторону Ботсада, мне нравится очень эта поляна. С нее отличный вид на город. Также мне нравится, наверное, в городе Якутске очень сильно двор, в котором я вырос. Я не знаю почему, но я часто туда приезжаю. Это 135-й квартал. Дома МЖКшные. Ну и в принципе будет правильно, если я скажу, что я весь город люблю. Спасибо. Сложные вопросы. Прям я уже Евгений Николаевич, к нам присоединяется наш читатель Алексей Петрович. Алексей Петрович, ваш вопрос. Меня слышно? Да, слышно. Алексей Петрович, ваш вопрос. Меня зовут Иванов Алексей, я читатель городской библиотеки с 93-го года. Вопрос очень сложный. Писатель Рэй Брэдбери утверждал, что люди, никогда не интересующиеся книгами, совершают настоящие преступления. С этим мнением едва ли согласятся те, кто предпочитает книгам просмотр телепрограмм, общение в интернете, игры. Как вы думаете, в чем заключается польза чтения? Насколько она велика? Смотрите, здесь спорить с Рэем Брэдбери бесполезно вообще. Больше того, я одним из доказательств верности его гипотезы, скажем, наверное, даже это не гипотеза, это аксиома. Фактуру сделать такую, то что чтение, чем я люблю чтение, даже по сравнению с экранизацией или театральной постановкой, заставляет тебя самого моделировать ситуацию. Я просто по своей натуре визуал, мне проще, когда я вижу объект. И когда я читаю, я в голове у себя в сознании прорисовываю моменты, описание тех же природных явлений или, событий. И это так или иначе развивает у человека, я так понимаю, ту область, нашего мышления, которая называется, отвечает за нашу часть, которая, за невербалику отвечает, за наши возможности, soft skills, то есть это возможность находить нестандартные решения, возможность, применять какие-то подходы, которые не очевидны, не столь очевидны и не видны. Поэтому развитие фантазии, развитие творческой составляющей человека – это, безусловно, чтение. Во-вторых, чтение – это довольно процесс, который требует от человека собранности. Чтение для человека взрослого, работающего – это процесс, который требует структуризации своего времени. Для того, чтобы прочитать ту или иную книжку, у меня, допустим, с моим темпом чтения, я не обладаю скорочтением и прочим, это требует где-то пару недель. С уделением постоянного количества времени, неделя, пару недель, в зависимости от толщины и сложности материала. Поэтому чтение тебя как минимум координирует, чтение тебя собирает в плане твоей организованности, и чтение развивает твое абстрактное мышление, которое позволяет находить нестандартные подходы в развитии жизни. И, безусловно, очевидно, чтение делает человека более культурным, развивает словарный запас, и позволяет получать неиссякаемые знания. Что такое современное телевидение? Я не знаю, я не помню, когда я смотрел телевизор, честное слово. У меня нет интереса такого. Надеюсь, спасибо. У вас...
Галина, ваш вопрос? Добрый день, Евгений Николаевич. Меня зовут Галина Попова. Я библиотекарь абонемента Центральной городской библиотеки имени Белинского. У меня простой вопрос абсолютно. Если бы вы проехали на необитаемый остров, и там пришлось провести какое-то время, какие бы 3 книги вы взяли с собой? Это могут быть как отраслевые, так Если бы я сегодня оказался на необитаемом острове, но я бы взял книжку, которую я сейчас не дочитал еще, я бы Айн Рэд забрал бы книжку с собой, «Атлант расправил плечи», и 2 каких-нибудь книжки, которые я еще не прочел. Что-нибудь я бы взял из классиков, для того, чтобы можно было приобщиться к чему-нибудь очень стоящему. Я бы взял «Войну и мир» еще раз. Вот, к сожалению, «Войну и мир» дают читать в обязательной школьной программе. К сожалению, во время учебы в школе я не обратил на это произведение должного внимания. И, значит, где-то там пропускал, и я бы насладился еще раз. Точнее, не еще раз, а наконец-то бы насладился чтением «Войны и мир», оказавшись на необитаемом острове в том формате, которого заслуживает это великое произведение. Ну и 3-ю книжку, которую я бы взял, наверное, что-нибудь из психологии, «Как не сойти с ума одному», что-нибудь такое. Да, добрый день. Специализированная детско-юношеская библиотека «Школьный мир». В настоящее время наша библиотека является единственным культурным учреждением в Сайсарском округе. Мы ведем тесную работу со школами с 18-й, 20-й, 25-й, 31-й, с Сахаполитехническим лицеем, с автодорожным техникумом, с управой Сайсарского округа и многими другими учреждениями. Евгений Николаевич, у нас вопрос от читателя Львовой Аисии Алексеевны. Добрый день, Евгений Николаевич. Я сотрудничаю с этой компанией уже 15 лет. Когда-то привела своего ребенка первого, потом второго, потом маму, потом родных, и до сих пор сотрудничаю с этой библиотекой. У меня такой вопрос. Кто из известных литературных персонажей наиболее близок к вам по описанию? Опа. Вот, я думаю, я еще не заслужил даже одной ноги какого-то литературного героя, чтобы себя сравнивать с кем-то. Вот, не знаю. Я, по крайней мере, читал в детстве и сейчас вот из того, что удалось прочесть, ну, я и рядом ни с кем не стоял, с теми героями, которые описываются там в книжках. Ну, я обычный человек, а что там, ну... Это же в книжках такие жизни там описываются, такие перипетии, которые иногда и не то, что не пожелаешь, а рядом бы не проходить. А из тех, кто меня вдохновляет своими вот подвигами, ну, наверное, там много кого можно сказать. А так вот я себя ни с кем не сравнивал. И боюсь, что нечего мне сравнивать с ними. Нет такого, нет таких у меня качеств, которые можно было бы описать в книгах. Благодарю. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Ой, я, короче, уже прям волнительно. Меня зовут Марьяна Алексеевна. Я главный библиотекарь специализированной модельной библиотеки номер 19, которая находится в Губинском округе. Наша библиотека берет начало с 1987 года, и в 90-х она была более известна по республике как бизнес-библиотека. Потом мы стали публичной библиотекой 3D, что означает библиотека для дела, души и досуга. И вот буквально сегодня наша библиотека презентовала как модельная библиотека. И наш вопрос: читаете или слушаете ли вы в электронной библиотеке Литрес? Да, здесь скажу, что да, я участвовал в 2018 и 2019 году в конкурсе «Лидеры России», и там, значит, по прохождению определенных этапов тебе дают доступ на библиотеки, на определенные книги, и у тебя есть 2 варианта. Ты скачиваешь ее как электронный носитель или доступ получаешь к аудио прослушиванию. Вот, в Литресе удобно было то, что есть это аудио, когда бегаешь или что-то делаешь там, связанное со спортом. Я иногда слушал книжки,
Ну, мне больше нравится, конечно, читать, поэтому в Литресе я читаю, но вот честно скажу, что для меня чтение – это все-таки, наверное, книга. В электронном формате я не чувствую вот того, значит, единения, что ли, с материалом, которое дает книжка. Люблю удобно устроиться с книжкой, иногда заснуть под ней там, или проснуться с ней, ну, что-нибудь такое. А с электронной книжкой как-то у меня пока, хотя понимаю, что это безумно удобно, у меня одних книжек с того же Литреса скачанного вот, на ноутбуке, наверное, штук 30-40. Вот. И дешевле, Спасибо. дешевле получается. Там сколько у нас? Книжка сегодня в среднем электронная стоит рублей 200, тогда как аналог на бумаге, он, наверное, некоторые 1000 стоит. Дешевле же получается с электронным варианте покупать. Ну вот надо привыкнуть к этому, у меня пока нет такой привычки. Спасибо за ответ. Добрый день, уважаемый Евгений Николаевич, дорогие коллеги, слушатели. Вас приветствует библиотека «Березка» микрорайона Марха, которая берет свои корни с поселка Кирзавод, ведь именно в 1978 году впервые она была открыта для жителей этого рабочего поселка. В данное время мы находимся в здании ТЭК, но несмотря на различные трудности, мы, библиотекари, сегодня стараемся делать все возможное, чтобы наша скромная библиотека была востребованной и стала одной из главных социокультурных площадок для местного сообщества. А наш вопрос звучит таким образом. Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, что для вас библиотека и с чем она ассоциируется? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот я, наверное, в силу своего жизненного пути у меня с библиотекой и с читальным залом четко запомнился мой университет. Я вот по первому образованию учился в МГТУ имени Баумана, и, значит, ну, не весь материал мне давался легко, и я себя вот вытренировал следующим образом. Я за 1 месяц до сессии, у нас тогда уже появились мобильные телефоны, я начал его выключать, и с утра после учебы, после спорта сразу садился в читальном зале, и до тех пор, пока он не закрылся, я сидел в читальном зале. Вот в течение месяца я каждый день так вот проводил, и поэтому у меня библиотека, значит, ассоциируется в первую очередь с читальным залом. Значит, возможность, та, в которой мобилизуется у человека в читальном зале, если он туда целенаправленно приходит, ну, она творит чудеса. Даже я закончил университет свой первый. Доброго полудня, Евгений Николаевич, Филиппова Ирина Владимировна на связи. Табага. Библиотека книгачей расположена на самом южном мысе долины Туймады в селе Табага. Книгачей – это библиотека семейного типа, в которой созданы условия для всех категорий читателей, как для взрослых, так и для детей, для пенсионеров, для молодежи, для юношества. Мы рады всем. И вопрос мой к вам таков. Откуда чаще всего пополняется ваша домашняя библиотека? Вы покупаете книжки, это какие-то подаренные? И есть ли у вас дома краеведческая литература? Так, по краеведческой литературе у меня, наверное, вот я сейчас есть книжки, связанные с, я их, правда, еще не прочитал, там, с Якутском, с определенными улусами, которые мне подарили недавно. Есть книжка Серошевского «Якуты», вот, насколько ее можно назвать краеведческой. По литературе, которую я покупаю, но я в основном покупаю, так сложилось, то, что перед вылетом, перед тем, как сесть в самолет, чаще всего получается, это я заезжаю либо в книжный магазин здесь, либо заезжаю в том книжном магазине, который есть в том городе, где я оказываюсь. Вот. Очень люблю ходить в книжный магазин, который вот рядом с моим университетом в Москве, на Старо-Басманной улице. Он как-то со студенчества ко мне запал, большой магазин там есть. Там в основном покупаю книжки. Все, спасибо. Евгений Николаевич, здравствуйте. Меня зовут Юлия Габышева. Я заведующий библиотеки филиала номер 7, Дом семейной книги. Наш филиал расположен в микрорайоне ДСК, и мы обслуживаем пользователей разного возраста, от малышей до пенсионеров, с 1986 года. И у нас такой вопрос. Смогли бы вы поменять свою реальную жизнь на ту жизнь, которая описывается в какой-либо художественной книге? Если да, то в какой? Слушайте, ну прямо
Очень нравится, конечно, читать книжки приключений, в которых герои проходят там детективные особенно, да, которые проходят всякие разные перипетии. Ну вот свою жизнь нет, я бы не поменял. Мне нужно как бы, если бы я хотел поменять, ничью жизнь бы я поменял. Да я не хочу бы. Это как-то вот, знаете, ну, вот посмотреть даже те произведения, которые очень легкие, у них нету там переломанных судеб и прочее, да, но вот везде же свои есть трудности и как-то. Вот интересно посмотреть было бы на того же Фрэнка Каупервуда или на, если совсем легкого, то Эраста Фандорина. Давайте вот так вот пока оставим ответ, хорошо? Да, отличный выбор. Спасибо за ответ. Тяжелые вопросы. Ладно, спасибо. Добрый день, Евгений Николаевич. Вас приветствует библиотека встречи. Я немножко скажу о библиотеке. Наша библиотека встречи находится в микрорайоне Марха, в одном из исторических мест города Якутска, в окружении домов, ссыльных скопцов и деревянного зодчества XIX века. В 1921 году наша библиотека распахнула свои двери как изба-читальня. Расположение библиотеки позволяет каждому желающему воспользоваться широким спектром услуг библиотеки, в том числе мультимедийного зала. В библиотеке действуют кружки и клубы по интересам, что является прекрасной возможностью развить творческий потенциал пользователей. Вопрос такой. Какие книги ассоциируются у вас с детства? Есть ли книги, с которыми связаны какие-то истории? Книги, которые сильно на вас повлияли, заставили что-то изменить или осознать? Спасибо. Да, детство. Спасибо за то, что напомнили детство сейчас. Вот, ну, Джек Лондон, безусловно. Вот Аммат Чигай Сасыкен, Три мушкетера. Так, ну вот первое, что приходит в голову, это вот эти вот произведения, которые в детстве уже, особенно в летнее время я их читал, когда во время каникул. В детстве я такой, конечно, был довольно активный, наверное, не то что активный, а неусидчивый мальчик я был, и матери надо было много проявить, значит, внимание мне, чтобы я сидел и читал. Ну вот, соответственно, ну, «Три мушкетера», вспомните, да, какое-то вот для меня это была прям победа побед, когда я ее закончил, эту книжку. Вот, и, наверное, «Амматчиге хахлы аргаме басан», ну, как только начинаешь по-якутски читать, это тоже такой вот один из первых произведений, таких объемных, которых ты встречаешь, вот, поэтому я запомнил. Ну и вот, Джек Лондон, это вот, как раз те приключения, которые ты вот читаешь и оказываешься в них. Это просто на одном дыхании в детстве прочлось. Все вот так вот. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Меня зовут Мария Кайдалова. Я представляю библиотеку «Мир приключений». Наша библиотека находится в одном из самых исторических мест города Якутска, в Залаге. Мы приглашаем вас в нашу библиотеку. Вот уже более 50 лет мы являемся культурно-информационным центром вот этого автодорожного округа. Ну почему «Мир приключений», да? Потому что основной фон нашей библиотеки составляют вот именно те жанры, которые вы нам сказали. Фантастика, приключения, детективы, фэнтези. И, конечно же, нас интересовал вопрос, зачитывается ли наш мир произведениями такого жанра. И, по-моему, мы получили ответ. Но все-таки хотелось бы услышать. Да, здесь жанр приключения, жанр тогда, когда есть смена обстановки происходящего,
обилие событий, оно всегда интересно. И вот в обыденной жизни, в которой мы живем, где довольно-таки наша жизнь, она носит характер, ну, систематически повторяющийся, да, в обыденной жизни. Конечно, погрузиться в те краски и те события, которые дает тебе литературное произведение, это вот я люблю это. Как забыться, вот просто почитать и отдохнуть. Спасибо. Спасибо за ответ, очень нас обрадовал. И приглашаем нашу библиотеку стать нашим читателем. Хорошо, спасибо. Евгений Николаевич, участники, вас приветствует библиотека Нюргугун Тулагена-Киргизского наследия. Наша библиотека является единственной библиотекой Якутской СБС, которая обслуживает читателей 5 сел Тулагена-Киргизского наследия. Вопрос. Мы знаем, вы учились в Московском государственном университете имени Баумана, и мы хотели бы узнать, в каких крупных библиотеках в России вы были. Ну, я был в крупных библиотеках одной, наверное, та действительно, которая крупная, это библиотека имени Ленина. Вот в ней мне удосужилось быть. Больше, вот, наверное, библиотеки, которые... Библиотека вот моего первого университета, в МГУ библиотеке я был вот сейчас, когда заканчивал МГУ. Ну и в юракадемии Кутафина тоже, где учился, библиотеку посещал. Вот, соответственно, библиотеки — это вот те учебные заведения, где я учился. Бауманский, юридическая академия, МГУ. И вот библиотека имени Ленина центральная в Москве. Все. Крупные вот. Спасибо. Добрый день, Евгений Николаевич. Оксана Геннадьевна, заведующая детской библиотекой. В 1957 году для юных жителей города распахнула свои двери детская библиотека, которой потом было присвоено имя писателя Аркадия Петровича Гайдара. И сегодня мы, библиотека имени Гайдара, зал семейного чтения. Находимся в центре города по проспекту Ленина, 7/2. Мы открыты для людей всех поколений и ждем вас тоже к себе в гости. Сегодня вопрос подготовил наш читатель. Здравствуйте, я Иван, читатель библиотеки имени Гайдара. Хочу задать вам вопрос. У вас есть настольная книга, которую вы можете перечитывать время от времени? Вот перечитывание книг, наверное, сейчас вот это... Я перечитывал книжку один раз, и то потому, что в первый раз я ее не до конца понял, поэтому я ее перечитывал. Это книжка по психологии. Книга «Нейролингвистическое программирование». Там вот те понятия, которые вводились в первый раз, я не до конца понял. И второй раз я прочел и перечитывал ее тогда, когда пытался все это применить в практике. Это, наверное, больше отраслевая книжка, которая необходима была мне вот, в управленческой деятельности для того, чтобы разбираться, вот, выстраивать правильным образом коммуникацию. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо за вопрос. Сложный вопрос. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Николаевич и все участники мероприятия. Вас приветствует специализированная детская библиотека, филиал номер 15 «Моя библиотека», которая распахнула свои двери для самых юных горожан в 1975 году. Детская библиотека в жизни любого человека играет важную роль в воспитании будущего читателя. Посредством разных форм деятельности мы стараемся привлечь детей к книге и к литературе. И сегодня вопрос свой задает наш лучший читатель младшего абонемента. Здравствуйте, меня зовут Джон Кинцевелий, мне 10 лет, я учусь в МАБУ городской акустической гимназии в 3 Б-классе. Я бы хотела задать вам вопрос. Во сколько лет вы переступили порог детской библиотеки и начали читать читательскую биографию? Так, спасибо за вопрос. Вот, я, насколько помню, это была библиотека или это был, значит, отдельный как-то филиал. Но вот я в 1 класс пошел в здание, которое сегодня вот является Дворцом творчества. А тогда это был Дом пионеров, это Фаина Авдеева тогда еще была жива. Вот мы пошли учиться туда, там была организована Якутская национальная гимназия,
в первый класс, значит, и там был, значит, какой-то, вот я как вспоминаю, маленькая библиотека или читальный зал, вот сейчас вот, и туда вот мы пошли, поскольку нас всех туда отправили. Вот тогда я переступил порог библиотеки как таковой, и там, значит, первая книжка, которую мы получили, я уже не помню, какая она была, но это была учебная литература, которая необходима нам была для учебы. Просто у нас не было своего здания, поэтому мы получили книжку вот в такой вот библиотеке, как библиотека, наверное. Вот. А читательская карьера моя, которая началась уже осознанно, да, но я осознанно начал посещать библиотеки уже после окончания школы, являясь студентом. Поэтому я поздно начал свою читательскую карьеру. Все вот книжки, которые в детстве я прочитал, они были у меня дома, а мне их мама дала. Вот так вот. Спасибо за вопрос. Надеюсь, вы уже начали свою читательскую карьеру. Желаю вам ее начать максимально рано. Но судя по вашему взгляду и вопросу, то вы ее уже начали. Да, все правильно. Молодец, на правильном пути. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Евгений Николаевич. Я представляю Северный округ Гагаринский, и на улице имени Николая Егоровича Мординова Аммат-Чигыя расположена наша библиотека под названием «Созвездие». Это организатор многогранного диалога всех со всеми, и основное правило этого диалога – уважение к другим людям, иным смыслам, языкам и культурам, а также точкам зрения. Пространство нашей библиотеки сегодня многоликое и разнообразное. Оно может предлагать нашим читателям и тихое место, и зоны для общения, и для встреч с друзьями. В общем, своеобразная метафора, отражающая нашу специализацию, историко-топонимическую карту Гагаринского округа. Нам сегодня уже нравится ходить молодым, поэтому вопрос задает вам тоже представитель молодежи нашего округа. Всем добрый день, меня зовут Федотова Даина, я учусь в колледже технологии и дизайна, 2-й курс, посещаю библиотеку «Созвездие» я с 2014 года, а также являюсь выпускником театральной студии этой библиотеки. Нравится тут ходить уже давно, как вы поняли. И мой вопрос такой. Назовите 3 преимущества чтения перед другими формами досуга. Ну, во-первых, это безопасно по сравнению с какими-то вот любыми другими видами отдыха, там, экстремальными или прочими. Во-вторых, для чтения тебе не нужен никто, кроме своей головы. Соответственно, это доступно. Ну и в-третьих, значит, чтение – это кладезь знаний, которые возможно открыть для себя. Книга «Лучший друг» – это же действительно так, оно есть, книга «Лучший подарок». Многие сравнения здесь. Но для меня, наверное, 3 вот этих вот приоритета, которые дают возможность. Доступность того, что ты можешь погрузиться вообще в уникальный мир возможностей, которые дает тебе чтение, потому что все ведь в знаниях, а знания передаются в книгах, да, и поэтому здесь вот доступность, возможность безграничного потенциала развития в чтении, ну и, во-первых, вот, во-вторых, вот так вот, в-третьих, наверное, в том, что в книгах, наверное, вы в чтении никаким образом не можете подвергнуть себя никакому-то негативному последствию, да, то есть ничего с вами плохого не случится, читая книжки. Вот единственное, может, там, если не соблюдать правильную технологию чтения с глазами, что-то может стать, да, но так в целом я не слышал, чтобы кто-то от книг пострадал. Хорошо, спасибо за ответ. Добрый день, меня зовут Максим Зайков, я являюсь ведущим технологом смарт-библиотеки 2.0.3. Основной принцип библиотеки современного типа – непрерывное образование, развитие навыков и компетенций 21 века. Вот, Евгений Николаевич, мы как раз с вами познакомились в стенах этой библиотеки, когда вы приходили к нам на деловую игру «Мэр» в 2020 году. Тогда вы делились с нами, участниками игры, о книгах, которые вы советуете к прочтению. У меня вопрос сегодня такой.
Как, по вашему мнению, должна комплектоваться современная библиотека? На какую литературу следует обратить внимание и как должен формироваться книжный фонд? В электронном или традиционном формате? Так, ну вот вопросы относительно принятия решения, да, относительно формирования суждения всегда лучше хорошо принимать, имея статистику. Я, к сожалению, не имею сейчас статистику по количеству запросов, которые люди ходят в библиотеки и требуют определенную литературу, поэтому я буду говорить субъективно свою точку зрения. Да, вот, если бы я пошел в книжку и что мне нужно было бы интересно, я бы, наверное, искал все-таки литературу, которая стоит довольно больших денег. Да. Есть определенные литературы, особенно отраслевого характера, которые, значит, ну, не совсем просто найти в магазинах, раз. А во-вторых, они стоят, ну, приличных денег, поэтому, вот, по крайней мере, я в библиотеке вот хожу, чтобы, наверное, ходил бы, чтобы была необходимость получить допуск к таким книжкам. Раз. Второе, формат книги электронный или, значит, цифровой, ну вот я свое предпочтение сказал, да. Мне, значит, книжка в классическом бумажном переплете нравится больше, чем в электронном формате. Хотя здесь я могу оказаться в меньшинстве, потому что, ну, наверное, часть населения, может быть, больше его части, любит книжки в электронном формате. Здесь я не обладаю статистикой, чтобы носить какие-то изменения. А в части, значит, какие знания в библиотеке нужно находить и прочее, вот здесь хорошо, что есть понятие непрерывного образования и самообразования. Сегодня доступ к знаниям и методология обучения, использования, значит, ресурсов, связанных с форматами онлайн-обучения и предоставления и получения информации и знаний подобным образом, она, конечно, расширяет возможности для развития человека в целом. Сегодня, проживая в Якутске, можно получать знания наравне с той же Лигой Плюща, обучаясь у них там, значит, в дистанционном формате. Поэтому, ну, здесь это уже совершенно объективная реальность текущего времени. Спасибо. Спасибо. Отдел документных фондов. Здравствуйте. Меня зовут Архипова Клара Семеновна, я главный хранитель фонда ЦБС. У меня такой вопрос. В принципе, какого литературного героя вы взяли бы в пример? Спасибо. Принцип? Туяра Семеновна, повторите вопрос, пожалуйста. Туяра Семеновна. Да, принципы какого литературного героя вы бы использовали в своей жизни, взяли бы в пример? Ну, один, два, может быть, не все принципы конкретного героя там. Или какие принципы вам импонируют? Ну, вот, вы знаете, здесь, да, наверное, в принципах литературных героев жизненных, они положительные герои, они все хорошие. Они все, значит, могут лечь в основу модели поведения человека. Да? Но я бы, наверное, здесь сказал, что мне в книжках их не искать не надо. Для меня примером являются мои родители. Вот, здесь мне не надо это искать в литературных героях. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Евгений Николаевич. Меня зовут Мария Тимофеева. Я представляю сельскую модельную библиотеку филиал 13, Библиополе. Наша библиотека расположена в селе Маган. Вы нас уже посещали. В 2020 году мы прошли конкурсный отбор национального проекта «Культура» и полностью модернизированы. И вопрос у нас такой. Если бы вы написали книгу, о чем бы она была? Спасибо за ответ сразу. Так, ну вопрос вопросом все сложнее. Я не ожидал, что будет все так, вот такой экзамен. О чем бы я написал книгу? Ну вот если бы я о чем-то написал книжку, она бы, наверное, получилась очень короткой. Наверное, бы получилось о курьезных ситуациях, в которые я попадал в жизни. И вот что-нибудь такое легкое, ненавязчивое, потому что я не считаю, что я могу сейчас написать о чем-то, что могло бы иметь практическую ценность для
читающего, но, наверное, просто как один из подходов, которых могли бы отдохнуть. Но с другой стороны, вот с точки зрения профессиональных знаний, которые удалось получить, вот, обучаясь непрерывно, да, я с окончания школы не останавливаюсь, обучаюсь, и с точки зрения их применения на практике, я, конечно, вижу, что есть ряд моментов, которые в теории и в практике не всегда сходятся и требуют изменения методологии. Те же подходы, которые есть в проектном менеджменте. Поэтому, может быть, в какое-то время я бы написал книжку, которая была бы полезна как в практическом менеджменте. Например, Спасибо большое. Спасибо за интересный ответ. Вопрос, Тарглана Гаврилевна, вы подготовили для нас вопрос. Так. Здравствуйте, добрый день всем. Все книжные богатства централизованной библиотечной системы проходят через руки сотрудников именно вот нашего отдела комплектования и обработки. Отдел комплектования и обработки – это как бы сердце всей библиотечной системы. И наш отдел, как вы все поняли, обслуживает все вот наши 18 библиотек-филиалов, которые расположены от поселка Кангалак до села Табага. И в год примерно у нас поступает более 30 тысяч вот документов, и вот именно оперативность и качество работы нашего отдела помогает сократить как бы путь книги читателю. И у меня вот такой вопрос. Какие 3 книги вы бы порекомендовали кому-либо? Как кому-либо, любому человеку? Это Ну просто да, любому человеку, вашему другу, коллеге, знакомым. В каком возрасте человек, которому мы рекомендуем книжки? Ну, любой возраст. Именно Любой вот возраст. ваши Нет, 3 ну, любимые или ну, вот такие книги, которые можно рекомендовать. ну вот если это бездельник, то бездельнику одни книги. Если это человек, значит, ищущий там вопросов в части, кто он, для чего он, там другие книжки. Вот, вообще, вот я считаю, что в наше рыночное время, в которое мы живем, абсолютно понятным и четким было бы прочитать книжку каждому по какой-то минимальной финансовой грамотности. О том, чтобы люди могли сводить свои кредиты, дебиты, дебиторку и кредиторку в личном плане. Да? Здесь куча литературы, начиная от Роберта Кийосаки, заканчивая там, местными российскими писателями. Я бы порекомендовал каждому человеку, который живет в наше время сейчас, значит, и выстраивает свою жизнь, прочитать что-нибудь очень простое по выстраиванию правильных коммуникаций, тому, как научиться понимать людей, ну, что-нибудь из легкой психологии, что-нибудь из, даже не психологии, я бы, вот как же его звали-то, как научиться заводить друзей и, значит, перестать бояться, как его американец, ну, поняли, библиотекарь, напомните, как его фамилия была? Старая. Дейл Карнеги. Да, Дейл Карнеги, вот точно, совсем старая уже классическая книжка. Вот это, наверное, бы не было ни для кого лишним прочесть. Ну и, наверное, вот одна из книжек для людей, которые уже начинают работать и пытаются, значит, чем-то заниматься, да, то я бы порекомендовал для начала профессиональную книжку такую, с чего стоит точно начать. Это «7 навыков высокоэффективного человека», автора, как же звали? Стивен Кови. Вот. Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективного человека. Ну, это вот точно не будет мимо, это очень легко прочитать, и любому человеку, я считаю, это будет. Но если не интересно, то, по крайней мере, заставит там какие-то пару инсайтов он для себя вынесет. Все, спасибо. Сложный вопрос. Евгений Николаевич, это был последний вопрос, так как у нас мероприятие рассчитано на 1 час. Вы для нас, как праздник, сегодня подключились, нашли время и скрасили наш праздник, Общероссийский день библиотек. Евгений Николаевич, спасибо вам огромное.
К нам поступило больше 50 вопросов, которые мы бы, наверное, отвечали до 12 часов ночи. И вопросов было очень много, разнообразных вопросов. И во Всероссийский день библиотек желаю вам и моим сотрудникам, коллегам никогда не терять интереса к увлекательным рассказам, путешествиям по свету, романам о светлых и настоящих чувствах, историческим фактам, сенсационным новостям. А все это можно найти, конечно же, в библиотеке у нас. Так пусть книжные храмы никогда не пустуют, пусть каждый день с интересной книгой превращается в удивительное приключение для отрады доброго сердца. Спасибо вам всем за участие, Евгений Николаевич. Мы надеемся, что это не наша не первая и не последняя встреча. Желаем вам успехов в работе, главное здоровья и счастья в семье. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, не сильно шокировал. Извините, что не был нормально подготовлен, но спасибо вам за хороший экзамен. Час, оказывается, пролетел так быстро. Хорошего настроения, с праздничком вас. До свидания. Спасибо, спасибо. До встречи, до новых встреч. До свидания.